Он прибыл в Якутию в начале 80-х годов просто в гости. С собой взял дипломат, куда сложил самое нехитрое – зубную щетку да сменную одежду на первое время. Тогда Александр Воробьев, парень из Алтая, и представить себе не мог, что судьба навсегда свяжет его с северным краем. «21 ноября 1961 года в районном центре Усть-Калманского района, что в Алтайском крае, родился герой нашего репортажа Александр Воробьев. Окончив 8 классов местной школы, пошел учиться на тракториста. Параллельно с учебой начал работать в совхозе. Затем отучился на шофера, устроился в масло-сырзавод, а в 1981 году Александра призвали в армию. Распределили его в Читинскую область, в город Краснокаменск, в стройбат, в королевские войска. Так в то время называли стройбатовцев за их многочисленность. Вот 2 года я там отслужил, и 20 мая дембельнулся. Домой добирался 6 дней. 26 мая домой пришел, месяц там отдохнул, к директору пришел на молокозавод. Он говорит: отдыхай сколько хочешь. Я говорю: положено 3 месяца. Я говорю: сейчас в Якутию быстро съезжу. Он говорит: поедешь учиться в Кемеровскую область или на мастера сыродела, или на механика. Я говорю: да, сейчас в Якутию съезжу, приеду, говорю, и выйду на работу сразу, а осенью учиться. В итоге уехал в Якутию к брату в гости, и здесь я остался. Погостить в Якутию его позвал двоюродный брат, который работал прапорщиком на зоне в поселке Махсоголохе. Вместе с Александром в Якутию также отправились жена и сын брата. Купил билеты прям с райцентра до Барнаула, с Барнаула до Новосибирска и с Новосибирска сюда. Правда, мы ехали, до Барнаула долетели, с Барнаула до Новосибирска автобусом. Бронированные билеты были. Мы должны были 30-го только вечером вылетать, а мы 30-го утром уже здесь были. Потом с Якутска сюда на такси, в таксопарк он заехал, отметил, что едем в Махсоголох по счетчику. Счетчик был в то время двойной. Там было 25 рублей, но надо было ему 50 отдать. И вот приехали сюда в гости. Я в гости же приехал. С собой взял дипломат. В дипломате только у меня, одежда там туда-сюда легенькая. У меня даже, я был в рубашке и в штанах, и в туфлях. Сюда в Якутию, когда заехали, я обалдел. 30 июня, Якутия, север. Тут такая зелень, красота, жара. Я тогда обалдел. Брат уговаривает Александра остаться, на что тот соглашается, думая, что немного подзаработает и вернется на родину. Начинаются поиски работы. Крепкого парня с опытом работы в совхозе, маслосырзаводе, стройбате и с корочкой тракториста с радостью хотели взять к себе работодатели, но все упиралось в прописку, которой не было. Затем Александру посоветовали попытать удачу в местном цементном заводе. Начальник Степан Антонович Прохоров был, автотранспортного цеха в Якутцементе. Я к нему пришел, он документы открыл, военный билет Краснокаменск. Он там жил, оказывается, в каких-то 69-х годах. Туда. Как там жить? Я говорю: город строится вовсю. Там, туда поговорили. А где документы? Я говорю: мамка вот вышлет. Выслала. И туда, и он меня взял. И вот и так я проработал, не соврать, где-то с июля, где-то в ноябре, в октябре мамка только выслала документы. Меня вызывали в отдел кадров: где документы? Где я говорю: давайте будем запрос делать. Спрашивают: где работал? Я говорю: масло-сырзавод. Вот, и говорит, масло с сыром на цемент поменял. В итоге мамка выслала, потому что она меня, когда сюда уезжала, она говорит: ты там женишься. Я говорю: не, мама, 5 лет не женюсь. В итоге не сдержал я, она как в воду смотрела, а я свои слова не сдержал. А вот о женитьбе поговорим чуть позже. Итак, в июле 1983 года Александр поступает работать в Якутцемент трактористом в автотранспортный отдел. В октябре молодому приезжему специалисту выделяют койко-место в общежитии завода. Тем временем на улице уже начинает холодать. Расскажите, как прошла ваша первая зима?
Да, в принципе, нормально. Первая покупка, я здесь куртку в КБО заказывал с капюшоном. В принципе, нормально. Утеплился. Ребята предупредили в общежитии, то надо брать. Вот первая покупка была в КБО. Тогда же тяжело было, это сейчас все есть. Заказывал куртку с капюшоном. Такую, как она, ну, куртка назвать. А потом на цемзаводе выдавали, у нас и танковые, ну, покупали. Такие настоящие овчины. Покупали там. Это вот общежитие Якутцемента. Здесь я начинал жить с 83 года, с октября. Вот моя комната 15-я. Специально для репортажа Александр Воробьев решил провести экскурсию по общежитию и показать изнутри комнату, где он жил. Сопровождала его маленькая внучка Катюша. Так, где-то здесь свет должен включаться. Вот. Да, тут уже, конечно, сделали капитальный ремонт, уже все тут поменяли красиво. Оп. Что такое? Оп. Красота. Трехместная также комната. 3 кровати. Моя кровать была там, к окну. Здесь Белоконь был, спал Колька. Тут Султанов Николай. А тут пока никто не живет, походу, да? Ну, получается, да, в данный момент. Это как общежитие. Еще, значит, Как гостиницы их сейчас стоят. В стенах этого общежития состоялась судьбоносная встреча Александра с его будущей женой Ниной. Она была родом из Верхнего Бестяха и уже год работала на заводе транспортерщицей-дробильщицей на первом производстве. По словам Александра, это была любовь с первого взгляда. Вот здесь я познакомился со своей женой на этой вахте в 1984 году, 15 марта. Вот на этой вахте. Она забирала ключи здесь. Вот сейчас в данный момент они тут лежат. Ей давали. Я жил в 15-й комнате, а ее заселили в 5-ю комнату. В первую. День она со смены пришла, и я ее увидел здесь на вахте. Нет, я вышел с комнаты и увидел ее. У вахтерши спрашиваю. Говорю, а где она живет? А кто такая? Она говорит, новенькая. А где живет? В 5-й комнате. Ну, я, конечно, пошел знакомиться, но она дверь мне в тот раз, она ее закрыла передо мной, чуть нос мне не прищемила. Я говорю, можно с вами познакомиться? Она дверью хлопнула, делать нечего. А на следующий день Лариска Тимиргалиева говорит, пошли, там такая девочка добрая заселилась в 5-й комнате, а она жила в 3-й. Я говорю, нифига, ну, про себя подумал, нифига добрая, чуть нос не прищемил. Ну, и вот потом мы вот познакомились там. Ну, сначала-то как-то, не знаю, долго добивался, а потом вроде бы ничего. Он такой вот, мне понравилось то, что вот он никогда не боялся, не стеснялся, к любому человеку он мог подойти, спросить все что угодно, что у него не получалось даже вот. Если у него что-то не получалось, он как-то не комплексовал, мог подойти, спросить, как это сделать, как подскажите, помогите, вот так вот, вот это вот. Как-то вот это вот мне очень понравилось, что не боялся просить помощи. Да, да. И как-то к людям всегда относился и относится также открыто. Вы не поверите, но через месяц Александр, тот самый, который уверял свою маму, что женится лишь через 5 лет, сделал предложение Нине. Та ответила согласием. А еще через 1,5 месяца, в июне 1984 года, молодые играют веселую общежитскую свадьбу. Моя мать не поверила, я же ей написал, мама, высылай деньги, я женюсь. Она не поверила. Пока только после свадьбы выслали фотографии, тогда она прислала деньги. Денег, потому что у нас было много, мы с матерью
свиней по 20 штук держали, картошку сдавали. Ну, участок у нас большой, 19,5 соток. Хозяйством, да, занимались. Куры, гуси, утки. Через год у молодой семьи рождается первенец, сын. Еще через год – дочь. Третий сын появится на свет через 12 лет. В этом году у нас уже будет 38 лет. 3 детей, 5 внуков. Я доволен, я вообще цвету и пахну от нее. Я ее всегда называю золото Якутии. Карьера Александра Воробьева в Якутцементе продолжается до сих пор. Он опытный водитель погрузчика со стажем почти 40 лет. Его стихия – тяжелая техника. Помимо этого он является наставником для молодых специалистов, среди которых числятся также 2 его сына. Старший сын у меня уже давно на погрузчике. Младший тоже вот 3-й год после армии работает. И вот сейчас в данный момент его именно перевели на автопогрузчик, на погрузчик. А так он числился слесарем, а работал на погрузчике. Вы их сами лично обучали вот работе на автомашине? Ну, стажировались, да, где старший у меня по детству еще со мной катался туда-сюда. Ну и младший тоже перед армией попробовал, туда-сюда покатался. Отучились. Младший вообще у меня закончил автомеханика, слесарь 4-го разряда. И слесарь 3-го разряда по бензоколонкам. Он техникум закончил. Более того, единственная дочь также работает в Якутцементе в отделе бухгалтерии, но сейчас в декретном отпуске. Ее муж числится в автотранспортном отделе. Супруга старшего сына – машинист на мельнице. Жена Нина – кладовщик в лаборатории завода. Можно сказать, что Александр – основатель трудовой династии Воробьевых. Как думаете, трудовая династия продолжится? Ну, думаю, да. Кто-то все равно, 3 внучки и 2 внука, кто-то придет на завод из них, и тогда будет у нас династия. Пока у нас в 2 поколениях должно 3-е, тогда будет династия Воробьевых. Водитель погрузчика автотранспортного цеха. В 2019 году, в День строителя, за свой многолетний и добросовестный труд на заводе Александр Воробьев получил благодарность от главы республики Айсена Николаева. Я хотел сказать, что это вообще гигант, красавчик. И он тоже, Айсен Сергеевич, лично подписал 2 благодарности нашим работникам. Это очень круто. Поздравляю еще раз. Меня наградил президент Якутии благодарственное письмо, медаль за добросовестный, честный труд, за многолетний добросовестный, честный труд. Наградили благодарственным письмом и медалью. Ну, это большая награда. Ну, как дочь у меня говорит, награда героя нашла. Итак, в Якутии герой нашего репортажа нашел свою любовь, выстроил успешную профессиональную карьеру, вырастил достойных детей, а также обзавелся новым хобби – подледная рыбалка. Причем страсть к подледному лову рыбы привил ему старший сын. Ребята меня с мехцеха попросили, у меня была грузовая машина ГАЗ-52, будка, попросили на рыбалку свозить. А я никогда не был, они там все приготовили, заправили, все сделали. И я первый раз поехал на рыбалку и взял книжку с собой. Они рыбачили, я книжку читал. В следующую субботу, ну это выходные, в следующую субботу обратно поехали. Но я взял сына, это было ему 9 лет, младшего, с собой. И обратно ту же книжку начал дочитывать, а сын начал рыбачить. Прибегает, папа, там что-то удочка дергает, пойдем посмотрим. Приходим, а удочки нет, только не утащил.
Ребята другую ему дали. А Бормуш наживлять надо. Папа, ты тут здесь наживляй. Помогай, я буду рыбачить. И он при мне 5 штук сразу вытащил окуней. И все, и началось вот с этого. Он меня заразил, хотя он еще хлеще рыбак сейчас, в данный момент. И все у меня началось. Ну тогда все дефицит был, бур, там все купить палатку. Ну все постепенно покупали, сами шили, печки сами варили. Да, сейчас все в магазине есть. И палатки раз, 5 раз нажал, она разложилась, 5 раз собрал. Печки, все сейчас есть. А тогда все дефицит. Мормышки сами делали. Ножи на работе в пятницу уже ребята готовились завтра на рыбалку. Ножи точили. И вот заразился и по сиденье. Ну, правда, только зимой рыбачу. Зимняя рыбалка. Получается, даже первую подледную рыбалку испытал ваш сын, и он как бы Да, вас... он меня заразил. Интересно. Он меня... Это старший сын, да? Да, старший. Это в Ну, каком году было? это было в 94 году. Это было где-то в ноябре. Особую любовь Александр питает к якутским блюдам. Например, жеребятина, ухай с карасей, строганина. В Покровске была домовая кухня. Я там был в сельхозтехнике на ремонте, нас туда кушать возили. Это 83-й год, и я там поел котлеты канина. Они как резиновые, туда-сюда. И я 17 лет не ел жеребятину. Все едят, да ну, говорю, вашу резину как есть. И вот Димка мне Макаров объяснил, что это жеребятина и канина, это большая разница, деликатес. Теперь я только жеребятину ем. Ну вот, встречается, в этот раз в городе были, в кафе, там позы. Говядина, ну, готовят при нас, долго, правда, ждали. Позы говядина и жеребятина. Я говорю, мне жеребятина, жена с говядиной приготовила. Так что жеребятина в любом... Но в Алтайском крае такое не принято. Нет, конечно, там не едят. У меня сестра двоюродная держала кобылу, да, много лет, у них же ребята, и они, казахи у них скупают. Там, ты что, не едят. И ни строганину, ничего там не едят. А тут я все попробовал, это вообще... Это такая благодать, это Макса, печень мента, это вообще... Я в жизни бы и не знал. Там тоже мы налимов ловили. Ну и рыба здесь вкуснее, рыбы... чем в Якутии нету нигде. Мы были вот на Алтае в 17 году, брат рыбачил на озере, ловил карасей. А они у них белые, моя, говорит, подумала бы, что они больные, я бы их выкинул. А у них серебряный карась, а вкуса нет. Даже вот Вовка тут Мельников уехали, они отсюда. То ли в Воронеж, то ли в Волгоград, куда-то туда. Приезжал как-то летом, попросил таксиста, купи карасей якутских. Ну, он кое-как на рынке на Крестьянском летом нашел это. Он говорит, там пробовали, вкус вообще не тот. Рыба здесь в Якутии, ну, все так говорят, все пробуют. Вот я когда ехал в отпуск вот, в сентябре, мне тоже Варнавский, привези сушеной там рыбы туда-сюда, якутской рыбы хочу. Так что рыба здесь вообще... Кстати, Александр не забывает о своей исторической родине – Алтайском крае, и периодически наведывается туда. Например, прошлым летом он впервые совершил автомобильное путешествие в Алтай вместе с женой. Ну, у меня там родственники по Алтаю, это в других районах. Сестра двоюродная в одном районе живет, другая двоюродная там в Михайловском, на границе с Казахстаном, там живет. А так мы в Белокуриху ездим, вот мы 3 раза были, путевки от завода нам дают. Брали в санатории Белокуриха, отдыхали в самом городе Белокуриха и санатории Белокуриха. Отдыхали 2 недели. К знакомым там ездили, которые здесь жили на севере, уехали. Вот Квашнины, Варнавские, там много. Заезжали мы к ним в гости. По Алтаю везде проехали. Ну, кого мог, по всем родственникам. А потом в санатории 14 дней отдохнули, и сразу у нас 29-го кончилось, и мы приехали 3-го, уже мы сюда вернулись. В следующем году будет 40 лет, как Александр Воробьев связал свою жизнь с суровой республикой. Но он не считает ее таковой, наоборот, отзывается с теплом и не собирается ее покидать. Нет, я здесь. Жена, правда, у нее есть такая мечта уехать. Климат ей нравится на Алтае. Да, у меня нет такого желания туда, потому что я там никто.
Я уехал перед армией 19,5 лет, и все. Я 2 года армии и 38 лет здесь. Я там никто. А здесь у меня все. Завод для меня все сделал. Сначала общежитие дали. Мы поженились, через 4 года мы в новом доме двухкомнатную получили. Потом в 88-м мы получили. Потом в 95-м 4-комнатную завод помог нам купить. И вот дети выросли, дети здесь, внуки здесь, куда ехать? Не, я никуда не поеду. Это все, это моя, как можно сказать, вторая родина. Я никуда. Здесь все, здесь поселок родной. Выходишь, все тебя знают. Здрасте, старый, млад уже, внуковские ровесники здороваются. Все, я здесь как свой. Для меня люди вообще, вот, жил на Алтае, служил в Читинской области, отдыхаю в Приморье, ну и в Абхазии мы частенько ездим туда. Но лучше людей, чем в Якутии, нету. Отношение такое, вообще, я не знаю, у меня аж до слез.